Приветствую всех на своем канале, и сегодняшняя тема видео у нас пойдет не о птицах. Близится время новогодних праздников, и пора пересмотреть новогодние украшения, вот в частности гирлянда. Сегодня мне дал знакомый, такая произошла беда, нету вилки и два проводка отдельно. Эта проблема очень распространенная, и я хочу показать, как это элементарно ремонтируется. Откручиваем крышечку. Так, смотрим, вот здесь у нас имеется 5 каналов, точнее 4 канала и один общий провод. Бывают гирлянды, где 2 канала, разные бывают. В данном случае у нас 4 канала и один общий, 5 клемм. Смотрим, 2 провода свободных и 2 свободные клеммы. Вот этот вот один общий, его определить легко, от него идет один провод сетевой. Вот по плате подорожка можно посмотреть. По проводам определяем общий, он обычно вот здесь вот завязан узелком, но если не завязан, то просто расплетаем гирлянду до лампочек. И смотрим, где идет провод без лампочек, на каком канале лампочек нет. Так, сейчас мы будем это припаивать. На такой поверхности паять нежелательно, может капать канифоль, олово. Подложим книжечку, кстати, да, вот я в 9 классе учусь, не надо думать, что мне 30 лет, как пишет один мой подписчик. Так, берем общий провод, припаиваем к общему каналу. Проводочки я заранее заудил, чтобы не тратить ваше время. Все, один припаем, берем немножко канифолечки и паяем второй. Все, второй припаем. Все, эта часть готова. Вот здесь вот желательно или же изоленточкой, или скотчем скрепить их вместе, так будет крепче и меньше возможности их оторвать. Или же вообще завязать узелок и внутри его оставить, чтобы не оторвали. Так, теперь имею проводочек, мне его также человек дал. Это от какой-то советской бытовой техники. Очень правильно, что припаивать не тот провод, который тут был, потому что он такой тоненький, такой хиленький. Так, припаиваем. Вот здесь сбоку у нас есть канал по плате, который общий идет на гирлянду. А второй вот с другой стороны, он идет на микросхему. Ну, когда вы открываете, оно уже отвалилось, то, в принципе, не тяжело найти, и оно прекрасно видно, где была пайка, где оно отвалилось. Так как там, где припаяны провода, там всегда чуть больше припоя, чем на других радиодеталях. Это сразу видно. Раз. Один есть. Так, второй. Вот я немножко не рассчитал зачисткой провода. Что получается, кончики будут торчать. Так, сильно много олова не надо. Все, припаяли. Так, ну тут да, я не рассчитал. Здесь были кембрик или хотя бы изоленточкой подмотать. Ну я проводочки запихну сюда. Так, ну тут у меня олово, но больше нам не требуется. Ну что, включаем, пробуем. Так, берем розеточку и включаем. Так, включили. Все, гирлянда работает. Как видно, легко отремонтировать можно в домашних условиях. Это не требует никакого особого инструмента. Как видно, я вот даже паяю не в мастерской, не в гараже, а дома. 25-ваттный паяльничек, я считаю, у каждого домашнего мастера должен быть всегда на готове дома лежать. Любая мелкая домашняя поломка, без него не обойтись. Ну, для более крупных работ, там, если надо паять 5 скруток вместе, там, например, можно паяльничек взять на 40 ватт. Так, все, тут вот я запихнул, оно нормально будет держаться. А здесь надо сделать, сейчас покажу, что. Закручиваем на место. То есть такая поломка, она очень распространенная, когда вот с этого коробочка вылетают проводки. И ее можно решить элементарно. Не стоит идти покупать новую. Это совершенно нормально. Припаять. А вот похуже беда, это когда тут на лампочках есть обрывы. Когда один из каналов не работает. Вот это уже похуже. Там или же всю лампочку надо будет вырезать, или тоже паять. Но самое проблемное это место найти. А вот с этим вот, это я считаю нормально. Ну давайте еще раз включим, попробуем. Работает ли вот эта вот кнопочка. Да, все работает, режимы переключаются. Единственное, что мне непонятно, это почему в гирлянде все лампочки красного цвета. Обычно они синий, желтый, зеленый, красный. А тут все красные. Вот сделано 4 канала, вроде как на разные 4 цвета. И все красные. Ну, вот так вот. На этом, наверное, буду заканчивать. Что тут еще можно сказать? Так, это я отдаю человеку. Инструменты для этого нужны, в принципе, ножнички для зачистки проводов, отверточка, паяльник, с канифолью. Вот припой у меня такой, ну, естественно, made in SSSR. Ну, если какие-то обрывы, может, прозвоночка пригодится, кстати. Такая у меня прозвоночка. Она и напряжение замеряет, и в ней конденсатор, что, в принципе, удобно, не надо менять батарейки. Когда включаем сеть, он заряжается. Вот так вот. И потом можно работать как прозвонка. Всем спасибо за внимание. Кому эта информация была полезна, ставьте лайк. Кому бесполезна, дизлайк. Пишите комментарии. До новых встреч.